И снова здравствуйте. Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей, в студии Алиса Шамба. В начале выпуска коротко о главном. Как действует инвестпрограмма в Гудауте? Актуальный репортаж программы. Новые возможности обучения. Презентация Московского института современного искусства в Сухуми. Юбилей народного артиста Вячеслава Блоти 75. Сегодня в Сочи организована встреча президента Абхазии Рауля Хаджимба с молодежью дружественных стран, участников Всемирного форума молодежи студентов. Наши корреспонденты находятся на мероприятии, и в завтрашнем выпуске новостей смотрите подготовленный ими материал. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный работник Высшей школы Республики Абхазия». В указе, в частности, говорится: за заслуги в педагогической и научной деятельности, значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов присвоит почетное звание «Заслуженный работник Высшей школы Республики Абхазия» сотрудникам Абхазского государственного университета Амкаб Гураму, Ардзенба Инге, Акаба Сиди, Ажиба Альдони, Агарба Ирине, Барцицан Бебия Екатерине, Беня Людмиле, Вальтер Ефиму, Габеля Алику, Герхеля Гунди, Гицба Аиди, Гогия Ками, Джинджолия Диане, Дзидзария Утару, Думава Константину, Квициния Марине, Лакашия Нане, Ласурия Роберту, Махария Ларисе, Пилия Далиле, Позднякову Василию, Стеблецовой Елене, Страничкину Александру, Харазия Нателе, Чегия Медеи, Шамба Этери, Шеремет Ирине и Щербаковой Алле. Доктор социологии, кандидат философских наук, профессор кафедры политологии и социологии АГУ, общественный деятель Муса Шанибов и сегодня не теряет связи с Абхазией. Он довольно частый и желанный гость в Абхазском госуниверситете, где читает лекции для студентов и преподавателей исторического, юридического и экономического факультетов. Вот и сегодня он прочитал лекцию на тему «Миросистемный анализ и хомоцентрическая социология». По словам Мусы Шанибова, молодежь должна обладать знаниями в области социологии, так как она необходима для развития нашего государства. Оказалось, что вся традиционная социология, начиная с середины XIX века, созданная математиком Огюстом Контом, была кратоцентрическая, власть для власти, и по заказу власти она работала. А теперь мы добавили туда, что во имя человека, во имя социума эту работу надо делать. И оказалось так, что наша теория, она параллельно шла с практикой, и это работающая теория. Юрий Мухамедович рассказал нам то, что человек является центром Вселенной. Мы каждый раз об этом задумываемся, но то, как он нам это преподнес, можно сказать, что в это поверила. Человек — центр Вселенной, социология — это немаловажная часть нашей повседневной жизни, и Абхазия, как развивающаяся страна, в настоящее время должна развивать такую науку, как социология, а также политология, так как политология является неотъемлемой частью социологии. На развитие и благоустройство Гудаутского района в рамках российской инвестпрограммы на 2017-2019 годы выделено более 1 миллиарда рублей. Уже начались работы по капитальному ремонту 2 школ – 3-й Гудаутской и Лыхнинской. Также в ближайшее время начнется прокладка новых водопроводных и канализационных труб. Какие еще работы ведутся в Гудаутском районе, что уже сделано и что еще предстоит сделать, выясняли наши корреспонденты. Репортаж Ирины Аршба. Почти на всех центральных улицах города-героя Гудауты серьезные изменения. 4 главные улицы – Ардзенба, проспект Героев, 4 марта и Дзидзария – в скором времени приобретут совершенно иной вид. В ближайшее время здесь завершатся работы по замене ливневой канализации. Затем приступят к прокладке новых водопроводных и канализационных труб, общая протяженность которых составляет более 6 километров. После этого на улицах проложат новый асфальт. Параллельно также идет работа по строительству 2 новых насосных станций, которые не работают уже более 10 лет, и вся канализация выводится из города самотеком прямо в море. Не только во всех этих улицах, вообще в городе, через каждые 100 метров или 50 метров вы сами пройдетесь, увидите, везде течет. Потому что трубы 50-х годов чугунные, они уже не выдерживают
Тогда, когда эти трубы прокладывали, были совсем другие машины грузоподъемностью. Поэтому сейчас мы все это меняем, все коммуникации меняем. По словам Руслана Ладария, все работы по замене водопровода в городе планируется завершить до конца года. На этот период население не будет ограничено в подаче питьевой воды, так как прокладываются совершенно новые трубы. Кроме того, в городе заменены 7 лифтов. Они уже введены в эксплуатацию. До конца года будут заменены еще 15. Масштабные работы также ведутся по налаживанию водоснабжения 4 сел района. Специалистам предстоит проложить более 100 километров водопроводных труб. Вот эта стальная труба берет свое начало у подножья гор. Именно оттуда в 4 села Мгудзырхуа, Абгархук, Звандрепш и Куланырхуа будет подаваться чистая питьевая родниковая вода. Жители этих сел на протяжении многих лет живут без воды. Но уже к лету будущего года в их домах появится питьевая вода. Стальные трубы здесь прокладываются, потому что в этой местности очень каменистый грунт, и закапывать их невозможно. Там, где позволит почва, будут проложены уже пластиковые трубы местного производства. Кстати, все работы на участках проводят тоже местные специалисты. Всего на налаживание водоснабжения сел Куланырхуа, Мгудзырхуа, Звандрепш и Абгархук по российской инвестпрограмме выделен 371 миллион рублей. В 2 школах района полным ходом идут строительные работы – в Гудаутской 3 и Лыхнинской. В обеих школах близится к завершению наладка электропроводки. В течение месяца будет проведена канализация и водопровод. В Лыхнинской школе почти полностью завершили установку стеклопакетов и шпаклевочные работы. Генеральный подрядчик стройки – Гудаута Сервис-Строй. На ремонт школы заложено 136 миллионов рублей. 3-я Гудаутская средняя школа расположена в густонаселенном районе города. До начала капитального ремонта, несмотря на условия, здесь обучалось 120 детей. Все они на время проведения строительства размещены во 2-й Гудаутской школе. После ремонта учебное заведение сможет принять около 700 учащихся. Бюджет работ составляет 87 миллионов рублей. Месяца 2 назад начались работы. Здесь меняются окна, двери, водопроводная система, канализационная система, отопление, ну и классы, везде будет капитальный ремонт. То есть тепло, светло, уютно, чтобы детям и учителям было удобно и приятно учиться, заниматься в этой школе. А многие дети с этого района, из-за того, что школа была в плачевном состоянии, они переходили вынужденно в другую школу, и теперь я думаю, что они возвратятся сюда, потому что здесь очень хороший педагогический коллектив. Обе школы планируется сдать в эксплуатацию к концу 2018 года. Помимо работ, осуществляемых за счет инвестпрограммы, в районе из средств местного бюджета по мере возможности также проводятся различные ремонтные работы. Например, Гудаутский детский сад «Нарт» был построен в рамках инвестпрограммы 2015-2017, но было много недоделок. За счет средств местного бюджета все они были устранены, и детсад совсем недавно был сдан в эксплуатацию. Ветераны Великой Отечественной войны Кязым Агарба, Ушанги Басария, Григорий Квиквискири Чикварча за боевые подвиги посмертно удостоены высокого звания Героя Абхазии. Решение об этом было принято на заседании наградной комиссии 29 сентября. О том, как награда нашла своих героев столько лет спустя, расскажет Царесмар. Через десятки лет награда все же нашла своего героя. 4 ветерана Великой Отечественной войны Кязым Агарба, Ушанги Басария, Григорий Квиквискири и Чикварча были удостоены звания Герой Абхазии посмертно. Указ об этом 29 сентября 2017 года подписал президент Абхазии Рауль Хаджимба. На звание Героя Советского Союза они были представлены еще в 40-е годы, но по решению Сталина эти награды они так и не получили. К примеру, дважды представленный на звание Героя Советского Союза летчик Кязым Агарба был награжден орденами Красной Звезды и Суворова, а Георгий Квиквискири – орденом Отечественной войны 2-й степени. По каким причинам? Ну, это известная причина, что по воле Сталина, вот именно вот на этих документах рукой Сталина было написано, и им давали звания, награды чуть поменьше. Там орден Ленина давали, давали орден Суворова.
72 года спустя наградные листы о представлении ветеранов Великой Отечественной на звание Героя Советского Союза с подписями всех главнокомандующих были найдены на сайте Министерства обороны России. 2 года назад началась работа по присвоению ветеранам высшей воинской награды. Совет ветеранов Великой Отечественной войны Абхазии направил письмо Владимиру Путину с просьбой восстановить историческую справедливость. Спустя какое-то время комиссия Министерства обороны России прислала ответное письмо, в котором отмечалось, что присвоить им звание Героя России нет возможности. Именно тогда и было принято решение представить их к званию Героя Абхазии. Я считаю, что важное событие произошло в канун нашего Дня Победы. Мы решили это по документам времен Великой Отечественной войны, по документам, по представлениям, которые были сделаны в тот период, когда еще шла война. Есть общедоступный банк данных «Подвиг народа» и публикуется в интернете. Сегодня продолжается активная работа по поиску ветеранов Великой Отечественной войны, представленных к званию Героя Советского Союза, но не получивших его по той же причине. Сария Смыр, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Жителям Абхазии предоставляется возможность обучения в одном из престижных российских вузов – Институте современного искусства. Журналист, режиссер, звукорежиссер, дизайнер. Этим и другим востребованным специальностям обучают в институте. Презентация ИСИ прошла сегодня в Сухуми. Ректор вуза Ирина Сухолет, профессор-специалист с опытом работы в сфере образования более 40 лет, рассказала о работе учебного заведения. На презентации присутствовала министр культуры и историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия. Подробности в репортаже Ренаты Шакая. За 25 лет Московский институт современного искусства выпустил более 3500 дипломированных специалистов, актеров, режиссеров кино и телевидения и театрализованных представителей, дизайнеров, журналистов, звукорежиссеров, продюсеров, искусствоведов и других специалистов в сфере культуры и искусства. Институт современного искусства сегодня – это многопрофильный вуз, реализующий 29 образовательных программ высшего образования по 8 группам направлений подготовки всех уровней – бакалавриата, магистратуры, специалитета, аспирантуры. У нас есть две монтажные на базе современной Apple техники. У нас есть операторские линейки, которые позволяют студентам первого курса факультета кинорежиссуры и тележурналистики монтировать и снимать. У нас огромное количество современных камер, огромное реально, мы первокурсникам их в руки даем, вот это действительно означает, что много. Поэтому с точки зрения специальности институт действительно хорошо оснащен. Институт современного искусства был создан в 1992 году. За последние 4 года вуз 4-жды признавался Рособорнадзором одним из самых эффективных вузов России. ИСИ имеет государственную лицензию и аккредитацию по всем программам высшего профессионального образования, по которым ведет обучение, включая программы магистратуры. Из наших выпускников 92% работают по той специальности, которую они получили в нашем институте. Если вы посмотрите те буклеты, которые здесь лежат, мы назвали только нескольких, но наиболее, может быть, известных выпускников Института современного искусства. Но действительно, поверьте мне, даже среди журналистов российских, не знаю, Павла Мельникова в кадре российского телевидения, наверное, видели многие, знают, о ком я говорю. Это выпускник Института современного искусства, поэтому обратите внимание, что это не только звезды эстрады и не только довольно известные актеры. Сейчас в Институте современного искусства обучаются 8 студентов из Абхазии. Как отметила ректор, в вузе имеется все необходимое для эффективной учебы. В рамках международного обмена опытом и профессионального партнерства ИСИ активно сотрудничает и развивает культурные и творческие связи со многими зарубежными вузами. Большинство из них обучается на программах эстрадного вокала. У вас традиционно музыкальная сторона. Это не первые ваши студенты и выпускники Института современного искусства из Абхазии. Среди них известные братья Хагбы, которых просто буквально за руку нам привезла Хибла Герзмала. И на самом деле есть еще ваши студенты и на факультете режиссуры шоу-программ, и на факультете журналистики,
и на факультете академического пения. Ну, я надеюсь, что эта добрая традиция и будет продолжаться дальше. После презентации ректор Института современного искусства предложила провести в Абхазии Олимпиаду. И тот, кто выиграет гран-при, получит возможность поступить в ИСИ на бесплатной основе. Помимо этого, желающим поступить в университет именно из Абхазии будут предоставлены специальные льготы. Более подробная информация размещена на официальном сайте института. Рената Шакай, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. И сегодня же глава администрации Сухумадгур Харазия и Ирина Сухолет, ректор Института современного искусства, подписали соглашение о партнерстве в сфере образования, культуры и искусства. Стороны договорились о подготовке бакалавров, специалистов, магистров и научно-педагогических кадров в аспирантуре по различным образовательным программам в области культуры, искусства, менеджмента. Соглашение, которое будет действовать в течение 5 лет, позволит разрабатывать и проводить совместные социокультурные программы, фестивали, форумы с привлечением творческой молодежи Сухума. Об этом сообщается на официальном сайте администрации столицы. Сегодня выдающийся кинорежиссер, сценарист, член Союза кинематографистов России Вячеслав Облоти отмечает 75-летие. Директор и основатель киностудии «Абхазфильм» Вячеслав Облоти именно на этой киностудии совместно с Ленфильмом осуществил полнометражную постановку по произведению Фазиля Искандера «Колчаруки». Снял множество телефильмов, автор уникальных переводов иностранных кинокартин и мультфильмов на абхазский язык. С юбилеем Вячеслава Облоти поздравила министр культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Эльвира Арсалия. Вячеслав Андреевич, у вас сегодня замечательный день, день рождения, юбилей. Хочу поздравить вас. Вы, наверное, такой пример того, что несмотря на то, что кинематографа в нашей стране разные периоды бывают, наверное, сегодня не самый лучший для расцвета кинематографа, но вы все равно, вы работаете, вы общаетесь с молодыми режиссерами, вы создали целую галерею фильмов, которые, в принципе, сегодня можно сказать о том, что абхазский кинематограф 10, 20, 30 лет тому назад был представлен вашими фильмами. Хочу вам пожелать здоровья, долгих лет, и мы всегда будем стараться сделать все возможное для того, чтобы вы еще снимали, показывали, радовали. И о погоде. По сообщениям синоптиков, завтра в Абхазии ожидается малооблачная, теплая погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 13-15, днем 23-25 тепла. Температура моря плюс 19. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.